Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире передача про футбол. Передача, благодаря которой вы будете в курсе всех главных и интересных событий в жизни якутского футбола. В сегодняшнем выпуске вас ждет сюжет про встречу футболистов Якутии со студентками Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Сразу после этого мы рассмотрим две домашние игры подопечных Сергея Шишкина. Также вас ждет обзор традиционного ежегодного соревнования по футболу среди любительских команд «Футстарт 2014». Ну и напоследок мы расскажем вам о предсезонных сборах мини-футбольного клуба «Заря». Итак, поехали! В августе месяце стартовало первенство страны по футболу второго дивизиона зоны Восток. На данный момент по результатам 10 туров футбольный клуб Якутия с 9 очками располагается на 5-й строке турнирной таблицы. Отметим, что в новый сезон команда вступила с обновленным составом, и на счету Якутии 3 победы и 5 поражений. О новобранцах команды нам рассказал старший тренер футбольного клуба Якутия Владимир Антипов. Игроки пришли, я считаю, квалифицированные из московских клубов. Игроки поиграли в «Локомотиве», ЦСКА и в дублях. Самое главное, что эти игроки очень молодые, 92-го года, перспективные. И я считаю, мы играем в комбинационный футбол. Тот футбол, который любит болельщик, он интересный. Да, может, где-то он на сегодняшний день не приносит результата, но свои плоды рано или поздно придут плоды. Я считаю, что команда будет играть в хороший, качественный футбол. Надо чуть-чуть подождать, потому что команда новорожденная. Я считаю, коллектив новый, дружный, хороший, сплоченный коллектив. Подбирали под наш стиль комбинационный футбол, контроль мяча. Обязательно только контроль мяча, чтобы не пулять мяч куда попало, а играть правильно, хороший комбинационный футбол. Задачи всегда надо ставить вперед идущие. В прошлом году команда заняла 6-е место. В этом году хотелось, чтобы команда поднялась на несколько строчек. К этому будем стремиться. И самое главное сейчас улучшить игру. А результат будет. А если результат будет, то, естественно, и постараемся завоевать место выше по турнирной таблице. И президент клуба, руководство клуба все делает для ребят, чтобы здесь команда развивалась, а это самое главное. Заинтересованы болельщики, очень хорошие, поддерживают команду. Это самое главное. И мы будем стремиться вперед, все будет хорошо. В преддверии игры с футбольным клубом «Чита» наша команда на своей домашней арене провела встречу со студентками Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, которые принимали участие в первом розыгрыше Кубка университета по футболу среди девушек. Организаторами встречи выступил футбольный клуб «Якутия» и Объединенный студенческий совет общежитий СВФУ. В рамках данного мероприятия игроки Якутии дали мастер-класс любительницам футбола. Под чутким руководством футболистов девушки отрабатывали ведение мяча и удары, также работали над улучшением технических качеств. В ходе данного мероприятия обе команды договорились о дальнейшем сотрудничестве. Мы, наверное, в скором времени уже подпишем какое-то соглашение о том, что мы будем, то есть наша организация Объединенный студенческий совет общежитий совместно с ВК Якутия будет работать совместно. Мероприятие у нас проводится впервые. Это что-то новое для нас, именно для женского футбола. Мы весной провели свой первый чемпионат по мини-футболу среди женских команд ЗФУ. И там участвовало 9 команд. И осенью тоже планируем такой второй уже чемпионат. В первый раз мы проводили этот чемпионат сами, то есть наша организация. А вот второй чемпионат мы будем проводить совместно с ВК Якутия. Мастер-класс это было больше как такое, как маленькое мероприятие, но приятное, где мы познакомились с девушками, девушки пообщались с нами, показали им пару приемов. Было бы здорово, еще раз, чтобы как это было бы чаще, такие мероприятия. Я скажу, что у них есть талант. Талант? Талант в плане футбола. Им нужно играть, нужно делать, я думаю, женскую команду, чтобы они играли чаще, занимались. Да и вообще, чтобы вся молодежь занималась спортом. Я думаю, такие мероприятия, они идут только на пользу команде.
Ведь это же как положительные эмоции мы получаем перед матчем. Мы заряжаемся хорошим настроением, так что все нормально в этом плане. 31 августа в рамках 9-го тура первенства Якутия принимала футбольный клуб «Чита» из одноименного города, который с 5 очками замыкал турнирную таблицу. Главным арбитром встречи был Евгений Козлов из Новосибирска. Несмотря на осеннюю холодную погоду, на трибунах Туймады собралось немало зрителей. Игра началась на средних скоростях, команды без особого риска и напора обменивались атаками, завершением которых чаще всего становились удары с дальней дистанции. Оба стража ворот со своей работой справлялись без всяких затруднений. Несмотря на усилия обеих команд, по-настоящему опасные моменты у ворот не возникали. Ближе к середине первого тайма начался дождь, и, возможно, именно этот фактор стал причиной ошибки вратаря читинцев, который, играя на вынос, толком не попадает по мячу. Но Максим Счастливцев тут же исправляется, отразив удар головой Константина Мальцева. Под самый занавес первой 45-минутки вблизи от своей штрафной Андрей Амельчак нарушает правила на Алмазе Фатихове. С ударом со штрафного Кирилл Музыка справляется, но на добивании расторопно играет Роман Куклин. 44-я минута, Чита забивает гол в раздевалку. Начало второй половины игры команды также провели в создании угрозы воротам за счет дальних ударов и навесов в штрафную. В скором времени после подачи с углового якутяне имели хорошую возможность для взятия ворот, но вышедший на замену Александр Косенко выручает гостей. А на 69-й минуте встречи читинцы организовывают контратаку, которую мощным ударом завершает защитник гостей Михаил Ванев. 2-0. Чита укрепляет преимущество. Концовку игры наша команда провела в атаках, результатом чего стал гол красавец на последних минутах игры. Александр Круподер в падении через себя поражает ворота гостей. Вот на такой красивой ноте и завершилась игра. 1-2, Чита побеждает на Туймаде. Мы предполагали, что, играя дома, хозяева пойдут вперед большими силами, будут атаковать, поэтому и построили игру на том, что отдать инициативу хозяевам, и сделали ставку на быстрые ответные атаки. Владели небольшим преимуществом, мы оборонялись и иногда неплохо выходили в атаке, создавая там возле штрафной соперников напряжение. И в концовке тайма вот заработали штрафной, с которого забили гол. Во втором тайме хозяева, конечно, шли большими силами вперед, оказывали очень серьезное давление на наши ворота. Ну и также, играя на контратаках, вот в одной из контратак забили второй гол, который, я думаю, как бы решил судьбу матча. Там уже нам стало немножко полегче, но, конечно, надо отдать должное сопернику. Он играл до конца, при счете 2-0, проигрывая 2-0. Оказывал давление и вот в результате все-таки смог сократить счет. Вот так, итог 2-1. Сегодня, скажем так, была такая вязкая игра. Команда соперника играла от обороны. В первом тайме практически голевых моментов не создали. Один штрафной, как говорится, в раздевалку опять. Конечно, Костя Мальцев в первом тайме забивай, но там выручил вратарь. Да и вообще вратари, что первый вратарь, на замену вышел вратарь, выручили свою команду, реализовали мы свои моменты. А Чита как раз наоборот, из минимума моментов выжила все свои голевые ситуации. Первый вратарь, на замену вышел вратарь, выручили свою команду, реализовали мы свои моменты. А Чита как раз наоборот, из минимума моментов выжила все свои голевые ситуации. В следующем туре подопечные Сергея Шишкина принимали лидера первенства футбольный клуб «Байкал» из Иркутска. Данную встречу обслуживал Кирилл Молчанов, город Чита. Игра началась с обмена атак, в одной из которых якутяне зарабатывают штрафной. Подача гостя отбивает, и после нескольких стыков мяч забрасывается в сторону ворот Музыки, где Вячеслав Кириллов воспользовался неразберихой среди наших защитников. 14-я минута, Байкал открывает счет.
Пропустив, Якутия бросилась отыгрываться, но гости оборонялись внимательно и отвечали резвыми контратаками. А в этом эпизоде ошибка Дмитрия Сергеева могла привести второй пропущенный мяч, но Кирилл Музыка выручает. Начало второго тайма осталось за футболистами Байкала, которые организовали сразу несколько опасных моментов, в одном из которых Кириллу снова приходится вступать в игру. Наш вратарь парирует удар в упор. Здесь мы видим, как Алексей Киселев пробует пробить издали. Удар получается, но Давид Иканович внимателен. Через пару минут Музыка вновь отводит угрозу, на сей раз грамотно сыграв на выходе. Пожалуй, лучший момент для взятия ворот представился в этой атаке. Навес бровки поля Иканович отбивает прямо в ноги нашему игроку. Далее вратаря гостей подстраховал защитник. В следующие 15 минут Байкал имел 3 стопроцентные возможности для укрепления преимущества. Но во всех 3 случаях гости по воротам не попадали. Забить удалось в 4-й попытке, результативный удар на счету Алексея Ящука. В оставшееся время команды не забивали. Лидер первенства берет 3 очка в тяжелом матче. Но мы понимали, что мы играли 30-го, а Якутия играла 31-го. То есть у нас на день был больше на восстановление. Поэтому мы попросили ребят сегодня сыграть очень активно, поддерживать высокий темп, чтобы вот воспользоваться этим преимуществом. Но я думаю, что игра была хорошая в исполнении обоих команд. Было много интересных моментов, много было борьбы. Но я все-таки считаю, что мы в совокупности больше создали голевых моментов. Наверное, нельзя назвать, что наша победа была незакономерна. Я, честно говоря, в конце боялся, что футбольное правило сработает, когда мы несколько моментов 100% не реализовали, и боялся, что оно сработает, что пропустим мы. Но хорошо, что Ищук забил второй гол, и как бы стало полегче. Конечно, проигрывать всегда не радостно. Тем более домашние матчи. Всегда хочется выигрывать, чтобы команда побеждала. Ну, сегодня у нас, скажем так, соперник оказался очень организованный. Все-таки не зря они за это время в чемпионате не пропустили ни одного мяча. Очень организованная команда в обороне, в атаке свои моменты практически реализовывают, можно сказать, на все 100%. Хотя сегодня у них еще было пару моментов, но это их проблемы. Но они свои реализовывают. К сожалению, мы вот такую насыщенную оборону не можем скрыть. Нету какой-то целостности в атакующих действиях. Есть вроде полумоменты такие, с которых можно выжимать, но, к сожалению, не получается. Практически у нас таких 100% голевых моментов сегодня и не было, в отличие от соперника. Но я думаю, что все-таки, как бы там чемпионат не складывался, есть неудачи, но я думаю, что все-таки эту ситуацию как-то будем выправлять. С 30 по 31 сентября в нашем городе проводился 8-й розыгрыш турнира «Фудстарт 2014». Это ежегодный турнир по футболу среди любительских команд, участие в котором может принять практически любой желающий. В этом году желающих оказалось достаточно много. Более 40 команд заявилось на открытие турнира, которое состоялось на уличном поле спортивного комплекса «Дохсун». По результатам жеребьевки все участники были разбиты на 4 группы, каждая из которых проводила игры на отдельном поле. Турнир проводился по стандартным правилам Ассоциации мини-футбола России, за исключением правила второго паса вратарю. Это решение организаторы объяснили тем, что основная часть участников – любители из дворовых команд. Но на турнире мы могли видеть и игроков из первой республиканской лиги, и даже из высшей лиги страны, ведь по правилам фудстарта разрешается заявка 2 профессионалов. Первый день соревнований прошел параллельно на полях 2-й и 7-й школы, также на полях спортивного комплекса «Дохсун» и детско-юношеской спортивной школы номер 4. Победители своих групп на следующий день вступили в борьбу за звание сильнейшего в рамках плей-офф. В итоге победителем Фудстарта 2014 стала команда «Ребята Сарго», которая в финале со счетом 5-2 обыграла команду «Ракета». Бронзовый комплект наград завоевала команда «Барагон». 19 сентября стартует сезон Высшей лиги России по мини-футболу. К новому сезону наша «Заря» подошла с большими изменениями. Пост президента команды покинул основатель и символ «Зари» Александр Гамерштадт. Также команду покинули лидирующие игроки. Флагман якутского мини-футбола с обновленным составом приступил к предсезонным сборам. Занятия и тренировки ведутся в интенсивном режиме.
команда подошла к новому сезону. Сейчас идут только сборы. Мы начали работать, вот работаем третью неделю уже, готовимся. Первая игра у нас будет 16 числа в городе Сургут. И пока мы только отбираем людей, пригласили ребят, и много очень молодежи в команде появилось. Сейчас будем выбирать состав, который будет давать бой грандам нашего российского мини-футбола. Ну, остались, ну, процентов на 70 команда поменялась, и состав ребята поменялись. Это еще не все, ребята будут еще подъезжать, будем выбирать, отбирать. Это естественный отбор, как в любом виде спорта. Выживает сильнейший, также и в этой команде будут выживать сильнейшие. Будем готовимся к играм, чтобы не быть мальчиками для битья, будем показывать хорошую игру, радовать болельщиков, своих родных и близких. Свою первую игру в новом сезоне «Заря» проведет 19 сентября на выезде в Сургуте против «Факела». На выезде играть всегда очень тяжело. Играем с командой Сургут, Сургут-Газпром, которая ставит постоянно перед собой задачи быть в тройке, быть первым или вторым. Ну и судя по составу, по-ихнему, они уже провели хорошую предсезонную подготовку. Были 2 турнира, они заняли в этих турнирах первые места. И по составу я ребят знаю, которые играют за этот город. Команда очень сильная, будет тяжело, но будем стараться играть только на победу, увести какие-то очки с этого города. А на этом у нас все. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока. С 14 по 21 сентября в рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс наций» пройдет декада бега и скандинавской ходьбы. На первом этапе будут проводиться отборочные соревнования по районам, а 21 сентября в Якутске состоится республиканский финал. Программа финала включает в себя забеги на 2000 метров от стадиона «Юность» до стадиона Туймада. Среди юниоров, мужчин, женщин, людей с ограниченными физическими возможностями, вип-забег и скандинавскую ходьбу. Торжественное открытие в 11:30. Справки по телефону 34 17 08.